монетизация на ютубе, как же я ее люблю. Знаете почему? Потому что на прошлом ролике мне ее дали. А знаете почему? Потому что я использовал 2 трека с авторским правом. Gotta Go Home и Hotline Miami Mix. Жалко то, что нельзя использовать в своих роликах такие шедевры, как Gotta Go Home. Да, вообще я сначала думал то, что мне за 1 трек дали десмонетизацию. В итоге-то я узнал то, что за 2 трека. Да, прикольно. Видимо, по ютубу он хочет, чтобы я записывал ролики под такую музыку. Всем привет, сегодня я решил записать ролик Да, конечно, извините за кринжату в начале, но все-таки желаю вам, первое, приятного аппетита, а во-вторых, приятного просмотра. Но перед роликом я хочу посоветовать посмотреть мой прошлый ролик. Там был сюжет Мишки Фредди, но именно на нем и отключили монетизацию, что жалко. Поэтому, пожалуйста, перейдите на прошлый ролик и его опять посмотрите, если кто-то уже смотрел. А если, кто-то новенький, то, пожалуйста, посмотрите его перед просмотром этого ролика. Так вы мне очень сильно поможете. Перед просмотром говорю спасибо. Poppy Playtime. Это одна из самых лучших игр, которые я вообще видел, потому что, посмотрите, первое, на ее графику, второе, на ее сюжет, который еще не доделали, но при этом из-за кассет уже понятно то, что это будет игра довольно хорошая. И посмотрите, сколько сделали по ней теории, даже когда вышла только первая часть, да и плюс еще насколько быстро хайпанула эта игра. Да, блять, ебал своего соседа. Сука. Да, следующий ролик не будет про детский контент на ютубе. Следующий ролик будет про соседей ебаный. Да, конечно, эта игра не настолько быстро хайпанула, как FNAF, но все-таки это конкурент FNAF, поскольку сюжет на ней довольно хорошо строится, да и плюс еще очень много теорий по ней появилось, поскольку это только первая часть, а по ней уже очень много появилось на ютубе. Да, конечно, вместе с этим и детский контент появился. Я родила от Поппи, я родила от Хаги. Зеленый Хаги, посмотрите его. А знаете, как можно найти зеленого Хаги на ютубе? Ой, точнее в Poppy Playtime. Короче, смотрим вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Зачем? Просто так, блядь. Честно, я не очень-то и люблю детский контент на ютубе, хотя и думаю то, что другие не очень-то его и любят. Я бы сказал, недолюбливают. Честно говоря, я удивлен то, что детский контент на ютубе все равно набирает просмотров. Да, я удивлен. Честно говоря, я хочу начать этот ролик с сюжета, но у меня не получилось, потому что я долбоеб. Ладно, но давайте уже начну говорить про сюжет. Да, давайте лучше побыстрее начнем говорить про сюжет, а точнее про теории. Вообще, я пока изучал сюжет, не понимал, а почему просто нельзя было вызвать полицию на этот завод? Зачем было самому ходить туда? Это же смертельно опасно. Я удивлен, почему, когда ты умираешь от Хаги, игре похую, и ты просто возрождаешься. И почему почти в каждой игрушке есть кровь. Да, у меня, конечно, появлялись мыслишки, то, что главный герой это игрушка, но тогда уж почему игрушки отправляли письмо? О том, то, что люди пропадали на этом заводе просто с нихуя. Вообще у меня созрела теория, то, что наш главный герой это бывший сотрудник этого завода и просто уволившийся оттуда. Но как только пришло письмо, он решил там все разведать. Самому я не знаю почему, но думаю, потому что в основном так и в фильмах все это работает. Нам нужно разведать. Разведать дом, в котором был маньяк, блядь. Не, вызвать полицию. Полная хуйня. Мы же актеры, мы фильмы. Мы должны, блядь, по канону фильма идти. Да, конечно, наш главный герой не издает ни одного звука, но все-таки я до сих пор думаю, то, что это бывший сотрудник этого завода. Первое, почему? Потому что в Far Cry New Dawn то же самое было. А во-вторых, потому что я так думаю. Другой причины у меня нету, извините. Да, даже в игре Бенди чернильная машина, у главного героя было имя, несмотря на то, что он... Я не буду говорить, лучше посмотрите вот этот видос. Да, я тут доспиздил немножечко факт. Думаю, то, что главные разработчики этой игры могли дать хотя бы хоть какое-то имя главному герою, но в итоге они так не сделали, поскольку
музыку, они даже снимали профессионально кассеты, которые есть в Poppy Playtime. Они даже полностью озвучены, и выглядит это все как реклама в 90-х, примерно в Америке. То есть у них, по сути, была возможность озвучить главного героя, но они почему-то не решились. Да, думаю, конечно, до сих пор то, что это сотрудник бывший, но все равно не оставляю теорию то, что, возможно, у нас главный герой это игрушка. Хотя, знаете, у меня еще и есть еще одна теория, то, что наш бывший сотрудник, возможно, был превращен в игрушку. Да, конечно, некоторые охуели с этого факта, но все-таки. Возможно, как и все остальные сотрудники, которые пропали на этом заводе. Возможно, даже один из сотрудников был Хаги-Ваги, потому что в одной из кассет была одна сотрудница, которая очень любила этот завод, потому что очень любила делать игрушки. Возможно, наш главный герой вернулся только на этот завод, потому что, как бы так сказать, он хотел спасти своих друзей, а именно сотрудников, которые тоже пропали без вести на этом заводе. И возможно, когда даже наш главный герой умирает, после каждой смерти появляется надпись «Вставай». То есть, возможно, наш главный герой не умирает, он деактивируется, можно так сказать, и поэтому выходит из строя. То есть, его можно, по сути, сравнить с игрушкой. Да. А прикиньте, если бы была бы еще теория, то что наш главный герой это игрушка на дистанционном управлении. Прикольно. Да, конечно, на это намекнуть довольно сложно, ведь только первая часть и мало всего мы узнали, но все-таки надпись «Вставай» как-то напрягает. И знаете, после каждой смерти мы видим помехи, то есть можно сказать то, что наш главный герой игрушка. То есть тот, кто этой игрушкой управляет, не может увидеть изображение. И знаете, многие не обратили внимания на это, но наш главный герой, как-то, знаете, делает довольно много шажков. Ну, посмотрите, он ходит со средней скоростью, но при этом делает довольно много шажков. Да, довольно странно, конечно. Я, конечно, даю жить этой теории, но все-таки довольно странно. Надеюсь, во второй части нам довольно многое объяснят. Да и плюс еще это звучит как какие-то резиновые сапожки, ё-моё. Ладно, думаю, то, что можно заканчивать этот ролик, поэтому всем спасибо за просмотр, всем спасибо, кто вообще смотрит мои ролики, кто подписывается на канал, подпишитесь на меня, кто еще не подписались, поставьте лайк, ну и разошлите этот ролик кому-нибудь, чтобы его посмотрел кто-то другой. Всем желаю приятного аппетита, кто еще не докушал. И всем спасибо за просмотр. Пока. Кстати, забыл сказать. Есть еще в Poppy Playtime секретный экран смерти. Немного это на что-то намекает. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов.